Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении со следующего года минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4 миллионов работающих граждан, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поэтапное ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда – одна из национальных целей развития, определенных указом президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о бесплатном питании для школьников 5-9 классов. Сейчас питаться в школе бесплатно могут только младшеклассники 1-4 классов или ученики из льготных категорий. В Госдуме считают, что нагрузка в школах на учеников большая и нужно заботиться об их здоровье, предоставляя каждому полноценное горячее питание. В Ингушетии завершился поход по тропам предков. Мероприятие прошло при поддержке Министерства молодежной политики и туризма Республики Ингушетия, а также молодежного центра «Дом молодежных организаций». Идея похода заключалась в том, чтобы познакомить молодежь не только нашей республики, но и других регионов с историей и культурным наследием Ингушского края. Участники, среди которых были как местные жители, так и гости из других регионов, прошли по живописным маршрутам, ведя за собой желание узнать больше о своих предках, их жизни и традициях. Организаторы планируют расширить географию походов и привлечь большее количество участников, а также включить новые активности, чтобы продолжать знакомить молодое поколение с богатым наследием Ингушетии. В Ингушетии с 19 по 21 октября пройдет военно-патриотический спортивный марафон «Тропа мужества Z». Мероприятие по испытанию силы и выносливости проведут на территории спортивно-тренировочного центра «Мужичи». Там сейчас идет активная подготовка. В марафоне примут участие команды, состоящие из 5 человек каждая. Более 17 команд из Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики, Донецка, Запорожской области, Ставропольского края уже подтвердили участие. В рамках марафона состоится посещение музеев воинской славы, встреча с ветеранами афганской войны и участниками СВО, преодоление полосы препятствий, воркаут-соревнования, разборка-сборка автомата и многое другое. Призовой фонд включает кубки, медали, сертификаты, призы. Победители поделят денежный гонорар в размере 250 тысяч рублей. Министерство культуры Республики Ингушетия информирует о начале заявочной кампании на участие в 6-м международном фестивале-конкурсе «Золотой орел». Он призван создать дополнительные условия для поиска новых форм и синтеза всех видов искусств – музыки, хореографии, вокала, театрального, изобразительного и других. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики Ингушетия, муниципального образования городской округ город Назрань, Московского государственного института культуры, ВГТРК Россия-1 в Республике Ингушетия и НТРК «Магаз». К участию приглашаются творческие коллективы, солисты, ансамбли всех жанров и направлений из России и других стран. Возраст участников и номинаций не ограничены. Каждая номинация конкурса соответствует самому высокому уровню специализированного профессионального конкурса. Apple Pay и Google Pay вернутся в Российскую Федерацию, но оплата будет осуществляться с помощью Bluetooth. Сервис назвали «Волна», его уже хотят протестировать 20 банков, пишут СМИ. Технология будет работать на любом девайсе, а Apple и Google не смогут его отключить. Центробанк запретит микрофинансовым организациям выдавать больше одного займа в руки. Россияне не смогут взять еще один займ, пока не погасят старый. Еще одно новое правило – новый займ можно будет оформить не ранее, чем через 3 дня после погашения предыдущего. Так власти планируют бороться с закредитованностью населения. Стартовал основной этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Участниками этапа стали около 360 школьников из более чем 50 регионов России. В дистанционном формате ученики 8-11 классов продемонстрируют знания математики и информатики углубленного уровня. Благодаря олимпиаде ребята проверят свои знания и смогут побороться за дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны. В отборочном этапе приняли участие более 18 тысяч школьников из 89 регионов страны. Организатором выступает Государственный университет просвещения.